Доброе утро! На календаре 23 сентября, четверг, и в эфире телеканалов Якутия-24 и НВК Саха программа «Утро Якутии». В студии Мадина Халикова я и мои коллеги подготовили для вас очень много интересного на это утро. Присоединяйтесь к нашему эфиру, ведь мы работаем для вас. Номер WhatsApp 8 914 273 44 88. Мы ждем ваших поздравлений, приветствий, сообщений. Вы можете передавать приветы своим друзьям и близким. И следите за новостями в нашем инстаграм-аккаунте «Утро Якутии». Вбивайте в поиске и сразу же нас найдете. А сейчас настало время познакомить вас с погодой на это утро. В центральных районах от -2 до +1 градуса, в заречной группе -2, +6. В Вилюйской группе 0 +6, в Нижнеленских столбик термометра поднялся от 4 до 7 градусов тепла, в западных от -2 до +2, в Колымо-Индигирской группе Улусов от -8 до -1 градуса, в Янских -7, -3, на северо-западе 0 +1. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра -2 градуса. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Ветра нет. Сегодня днем без осадков, ветер переменный 3,8 метров в секунду. Температура +13, +15 градусов. Осень радует нас последними такими теплыми деньками. Мы наслаждаемся солнцем, радуемся вместе с вами тому, что еще можно походить в легкой одежде и не сильно заморачиваться с тем, как нам утепляться. Но не стоит расслабляться, осень коварная, и к вечеру становится уже достаточно прохладно, поэтому берегите себя и все-таки не забывайте надевать теплую одежду хотя бы к вечеру. Ну а днем наслаждайтесь лучами солнца. Сейчас пришло время познакомить вас с последними новостями, и наша информационная служба подготовила для вас самый интересный выпуск. Смотрите, не пропустите. Почти 100 миллиардов рублей направят на меры поддержки семей с детьми. 4,7 миллиарда рублей из них пойдут на повышенные больничные семьям с детьми до 8 лет. Эти средства заложены в бюджет Фонда социального страхования. Еще 21,5 миллиарда предусмотрен в бюджете Пенсионного фонда на пособие для беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки беременности. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости женщинам, если среднедушевой доход в семье меньше регионального прожиточного минимума на человека. Также 76,4 миллиарда рублей заложено на пособие одиноким родителям с детьми от 8 до 17 лет. Это пособие на ребенка назначается одиноким или единственным родителям, также с учетом комплексной оценки нуждаемости. Минимальный размер оплаты труда в 2022 году составит 13 600 рублей. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании правительства в режиме видеоконференции. С этого года сумма устанавливается на основе медианного дохода населения. То есть половина работающих получает больше этой величины, половина меньше. Например, в текущем году МРОД составляет 12 792 рубля, что на 5,5% выше прошлого года. Срок ввода в эксплуатацию Жатайской судоверфи в республике перенесли на середину 2022 года. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Сивцев. Перенос связан с долгим периодом, когда стояли холода, плюс ковидные ограничения тоже задержали стройку. По согласованию с Минпромторгом сроки сдвинуты, подчеркнул министр. Он отметил, что строительство здания верфи практически закончено, и до наступления холодов будет закрыт тепловой контур. Также подведена практически вся внутренняя инфраструктура. В Северо-Восточном федеральном университете рассказали о ходе реализации проекта Арктического совета «Цифровизация языкового и культурного наследия народов Арктики». Участники конференции обсуждают проблему сохранения и развития языкового и культурного наследия коренных народов Арктики на цифровых носителях и в киберпространстве. Проект направлен на сохранение и развитие всех коренных народов, проживающих в арктической зоне мира. Всероссийская научно-практическая конференция проходила в виде пленарного заседания. В ней участвовали представители учебных заведений, научно-образовательных учреждений и общественных организаций различных городов России, и заслушано 25 докладов.
Руководство Ленского района будет решать кадровую проблему в школах кардинальными методами. В муниципальном образовании планируют запустить местную программу по привлечению кадров на примере федеральной программы «Земский учитель». Прибывшие на работу учителя первой или высшей категории будут получать из районного бюджета 1 миллион рублей. Сейчас действует ряд программ для специалистов, но этого недостаточно. Поэтому районное управление образования разработало положение о порядке единовременной денежной выплаты, на которую смогут претендовать учителя высокого уровня, прибывшие из других районов республики и регионов страны. Согласно проекту, ежегодно будет выделено 10 квот для участия в данной программе. В Якутске прошла пресс-конференция по итогам второго этапа Кубка мира по масс-рестлингу и открытого чемпионата Европы, проходившего в Турции. Во втором этапе Кубка мира приняли участие более 100 спортсменов из 12 стран. Они соревновались по 9 весовым категориям среди мужчин и по 5 среди женщин. Сборная команда нашей страны на Кубке завоевала 25 медалей, из них 10 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых. Из них 10 медалей завоевано якутянами. В открытом чемпионате Европы в абсолютной весовой категории приняли участие 12 спортсменов из 5 стран. Абсолютным чемпионом стал якутянин Сергей Фролкин. Среди женщин наша землячка Татьяна Байшева поднялась на 3-ю позицию. Во время итоговой пресс-конференции Сергею Фролкину вручили сертификат на 300 тысяч рублей, а тренера наградили сертификатом на сумму 150 тысяч рублей. Отдельные слова благодарности искренней с большой победой Сергея Фролкина. Сергей, ты молодец. Действительно, в супертяжелом весе стать абсолютным чемпионом и выиграть у настоящего легенды масс-рестлинга Виктора Калибарчука, это дорогого стоит. Но хочу оценить высоко деятельность главной судейской коллегии во главе с Егором Ермолаевым. Хочу высказать им слова благодарности. Спасибо, Валерия. Ну а я перехожу к продолжению нашего выпуска. Расскажите, какой ваш утренний ритуал? Что помогает вам проснуться и чувствовать себя хорошо и бодро в это утро? Мы ждем ваших сообщений в наш WhatsApp и наш Instagram. WhatsApp номер 8 914 273 44 88. А в Instagram всего лишь вбиваете в поиске «Утро Якутии» и сразу же попадаете на нашу страницу. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, присылайте фото. И все-таки, что вы больше любите? Чай, кофе, а может быть спорт? Наш фитнес-тренер, как и всю неделю, Александра Васильева, подготовила для вас небольшую зарядку, которая точно позволит взбодриться. Доброе утро, друзья! Меня зовут Александра, я фитнес-тренер спортивного клуба «Стафит», и сегодня я предлагаю вам тренировку для всего тела. Поехали!
этом наша тренировка закончена. Всем отличного дня. Любите спорт. Ну а сегодня в гости к нам в студию пришел человек, который любит спорт, наверное, очень сильно. Но мы об этом у него узнаем. Вот в Стамбуле по завершении основной программы второго этапа Кубка мира по масс-рестлингу прошел абсолютный чемпионат Европы среди мужчин и женщин. За титул боролись сильнейшие атлеты Старого Света. В финальной схватке среди мужчин победителем стал тампонский богатырь Сергей Фролкин. В финальной схватке якутянин в упорной борьбе со счетом 2-1 победил самого титулованного масс-рестлера мира Виктора Колебовчука. Летом в Поронайске эти же гиганты масс-рестлинга оспаривали звание абсолютного чемпиона России. Тогда же победу одержал Сергей Фролкин. И сегодня абсолютный чемпион Европы по масс-рестлингу у нас в гостях. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю вас с победой. И вся республика присоединяется к нам, потому что вы гордость нашей Якутии. Спасибо, спасибо. Вы участвовали во многих международных и мировых турнирах. Этот был особенный, ведь ему предшествовала долгая подготовка и ковидные ограничения, конечно же. Повлияло ли это как-то на подготовку, на вашу, на подготовку спортсменов, на качество выступления? Ну, соревнования прошли на очень высоком уровне, вот, да, несмотря на все ковидные наши ситуации плохие. Ну, конечно же, может повлиять. Но вот ваша подготовка, у вас было больше времени на то, чтобы подготовиться к этим соревнованиям. Но, наверное, теряется ли хватка, так скажем, теряется ли навык, либо упорные постоянные тренировки, это дает еще больше сил? Ну, начнем с того, что я очень люблю масс-рестлинг. Сам масс-рестлинг, он очень азартный вид спорта. И от этого невозможно уйти. Вот, дух соперничества, вот всегда хочется ощущать азарт. Это непередаваемое ощущение. Поэтому я очень люблю масс-рестлинг и я хочу долго-долго заниматься. Вот так могу сказать. По количеству участников чемпионат отличался от доковидных времен и постковидных? Конечно, отличался, конечно. Стало меньше? Да, некоторые страны, к сожалению, не смогли принять участие и прилететь по ковидным обстоятельствам. А у вас были зрители? Зрителей, да, было достаточно много. То есть разрешили с участием зрителей проводить соревнования? Ну да. Можно сказать. А давайте поговорим о вашем сопернике. Отдельно бы хотелось вот о вашей схватке с Виктором Колебовчуком. Расскажите, с каким настроем вы выходили на финальный ковер? Ну, начнем с того, что Виктор Колебовчук является, как уже все знают, легендой масс-рестлинга. Он выступал еще до того, как я только начинал заниматься масс-рестлингом, только-только, да. В данный момент ему 36 лет, но с ним мы встречались очень много. Когда я выступал в 125 из своей категории, вот. А сейчас очень хорошо вот, провели схватку, да, думаю. Как вы поддерживаете себя в форме? Ну, в форме мне очень дается легко, так как я работаю в Центре спорта и культуры у себя на родине, Малороса, там заместитель директора, и всегда связан со спортом, и вот приходится вот все равно в зале, как бы, да, и все равно занимаюсь. Но у вас же, вы же тяжеловес, то есть, ну, мне кажется, поддерживать себя в такой форме очень сложно, и там, наверное, правильно специальное питание должно быть, специальные тренировки. Нет, так такового я за питанием не слежу, ем что есть, на столе, как говорится. Ну, понятно. А Фролкин, извините, пожалуйста, Колебовчук, собственно, он же тоже, ну, есть мандраж перед таким серьезным соперником? У меня или у него? У вас был мандраж перед Колебовчуком? Ну, это хорошо, когда мандраж есть. Да? Плохо, когда его нет, не сможешь настроиться на соперника. То есть чем больше адреналина, чем больше страха, тем, ну, не страха не даже, страха, а, наверное, вот, да. азарта вот этого такого, адреналина, тем больше хочется Да. победить. Я хочу вас попросить, собственно, показать, с чем вы к нам сегодня пришли. Ну, это главный атрибут, да, притягивание палки. Вот. Вот. Ну, и, собственно, масс-рестлинг является бесконтактным единоборством. Собственно, через него мы притягиваем Давайте палку. вы мне покажете, Давайте. научите, Давайте. Да. как можно держать. Я, конечно, вряд ли буду Допустим, я когда-либо... так возьму, вы должны взять разнохватом. Вот так. Ага. Если я так взял, да, допустим, возьмитесь. Вот так разнохватом взяли. Собственно говоря, должен взять так. И кто
на себя Ну, мы даже пробовать не будем, мне кажется, наши зрители все прекрасно Тот, кто понимают. вынет на себя палку и останется ли у него, он выиграл, считается. По-простому, если говорить. А вот в хвате есть какой-то секрет? Наверное, нужно так, чтобы она не вылетела из... Хватит, ну, на самом деле хватит, там, у каждого есть свои, ну, у кого-то там сильный хват снаружи, или, вот, да, с внутренней стороны, да, палки. Ну, не знаю, я думаю, без разницы, как тренироваться там надо. А у вас есть счастливая ваша вот эта вот палка, которая помогает вам... Нет, собственно, на с соревнованиях которой там вы приносят разные палки. Бывает там внутри железная поручь, чтобы палка не сломалась. Вот. Давайте присядем. Хорошо. А бывало так, что ломались палки во время Да, соревнований? палки ломаются. Часто? Ну, на международных не часто, потому что там все учитывают до мелочей. Это может привести к травмам. Если палка, допустим, неправильно порвется, можно запросто ладошки там повредить. Поэтому сейчас, думаю, все проверку проходят, думаю. Как А так, да, развивается, ломаются. извините, а как развивается масс-рестлинг в других странах? Вот понятно, что у нас в Якутии очень он популярен, а в других странах? В других странах очень развивается. Ну, я думаю, что наши везде развивают масс-рестлинг, да? И там свои люди всегда появляются, и с каждым разом все растет и растет, и конкуренция также нарастает всегда. Где самые сильные атлеты? Ну, конечно, кроме Якутии. Сейчас, в данное время, ну, по этому чемпионату могу сказать Европа, да? Да, вы можете сказать. Ну, по этому очень чемпионату наши братья киргизы, да, очень сильно они да, очень сильно занимаются масс-рестлингом, у них это как у нас, типа. Они очень сильно занимаются. Какие качества нужны для того, чтобы заняться масс-рестлингом? Обязательно это должен быть большой вес или я не может, думаю, какая-то там, серьезная Я не подготовка? думаю, какие-то там качества, там гены, я думаю, просто желание надо. Масс-рестлинг, он как бы большая семья, каждым разом все растем и растем. И как соревнования проходят всегда как бы в очень дружной атмосфере, это очень радует. И не думаю, что какие-то там кондиции нужны сверхчеловеком быть, просто желание заниматься масс-рестлингом. Сколько у вас прошло времени от первого вашего выхода на помост до того момента, когда вы получили первый титул? Так, ну, я занимался с 3-го курса, получается, это 2013 год занимался. Вот с 2014 года и ну, здесь, на здешних соревнованиях я там занимал иногда 3-е места, ну, иногда, да. Я вот смотрю на вас и не могу понять, какой у вас вес. А у меня Извините, вес, если это такой... Это нормальный вопрос для нас, спортсменов. У меня в данное время было 134 900 в этом соревновании. Шикарно. И равных вам там явно не было. Нет, моего соперника Виктора, вот того же Виктора, 148 было. Кого, кроме Колебовчука, вы можете запомнить, отметить в этих соревнованиях? Какого спортсмена? Там присутствовал очень сильный атлет, если не ошибаюсь, из Венгрии, да, Вера Алекс. Вот, он его выиграл у Виктора Колебчука. Спортсмен достаточно очень колоритный, большой, молодой. В очень больших соревнованиях тоже участвует, международных. Вот он присутствовал. И были представители стронгменов. Ну, сильные люди там были всегда. Сергей, То есть не первый раз выступающие люди, которые даже Сергей, больше а меня, вот да. говорят, что сейчас масс-рестлинг начал так развиваться. Вот если раньше он развивался как-то локально в Якутии больше, да, и все силачи были у нас, то сейчас тенденция, наоборот, на то, что в других странах тоже очень сильно развивается. И, возможно, у нас появится жесткая конкуренция по спортсменам. Как вы считаете, такое возможно или все-таки Якутия занимает свое Нет, конечно, возможно это. место? Конечно, нужно заниматься, работать, чтобы не проиграть, как говорится, да? Вот. Ну, конечно, там все могут участвовать в масс-рестлинге. А мечтаете ли вы о том, что когда-нибудь масс-рестлинг станет олимпийским видом спорта? Ну, пока только мечтаем. Ну, надеетесь на это и... Мечтаем. Все возможно, мечты сбываются.
Спасибо вам большое, что вы пришли к нам сегодня в Вам студию, спасибо. уделили нам время. Нам очень было приятно с вами пообщаться, узнать секреты масс-рестлинга, абсолютно неизвестного для меня вида спорта, но, правда, действительно очень интересно. А мы сейчас прервемся на небольшую паузу и вернемся к нашему эфиру. На календаре 23 сентября. Сегодня отмечают день рождения жевательной резинки, день рождения поисковой системы Яндекс, Международный день жестовых языков, Международный день борьбы с незавершением детьми средней школы. По народному календарю этот день посвящен памяти святителей Петра и Павла, епископов Никейских, или Петр и Павел Рябинники. В этот день пучки рябины развешивают под крышей дома, чтобы ягоды дозрели и приобрели сладкий вкус. В доме рябину считают оберегом от нечистой силы. Также следили за приметами. Если рябина уродилась скудно, то осень будет сухой. События в этот день. В 1873 году в Петербурге вместо керосиновых ламп зажглись первые в мире электрические фонари. В Северодвинске спущена на воду самая большая в мире подлодка «Акула» – «Тайфун». В Москве был открыт дом-музей великого русского певца Федора Шаляпина. В 1997 году была анонсирована поисковая машина Яндекс.ру. В этот день родились Надежда Кашеверова, советский кинорежиссер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Людмила Крутикова-Абрамова, советский российский писатель, литературный критик, общественный деятель. Роми Шнайдер, киноактриса, звезда австрийского, немецкого и французского кино. Хулио Иглесиас, испанский певец. Именины сегодня отмечают Ян, Тихон, Семен, Петр, Павел, Николай, Лука, Константин, Клим, Иван, Евгений, Глеб, Гавриил, Василий, Андрей, Татьяна, Ефросинья, Анна. В этот день, 13 лет назад, в мире произошло событие, которое круто изменило жизнь нас с вами. В свет вышла первая версия операционной системы Android, и с тех пор для многих телефон перестал быть просто средством для осуществления звонков. Тогда в мире свершилась маленькая IT-революция. А у нас в Якутске якутские статисты сегодня отмечают Иркутские статистики сегодня отмечают историческую дату. 23 сентября 1853 года был создан Якутский областной статистический комитет. Как изменилась с этого времени работа органов статистики? Почему в Саха-Якутск, кстати, работают в основном женщины? Какие обследования они проводят и от чего зависит изменение цен на товары в магазинах, узнала наша съемочная группа. У нас хранится документ, копия, конечно, документа якутского губернатора о создании Якутского комитета, в котором так и зафиксировано 1853 года, сентября 23 числа создается комитет, Якутский комитет статистики. И с этого дня идет отсчет нашей истории. За 168 лет истории органы статистики не раз преобразовывались. Кардинально менялись методики обследований, но неизменным остаются сбор, систематизация и анализ данных. У статистики женское лицо. Это расхожая фраза и о якутских статистиках. В территориальном органе почти все специалисты женщины. И нет случайных людей. И это неудивительно. Работа требует усидчивости и предельной внимательности. Для выпускницы финансово-экономического института СВФУ Вероники Алексеевой работа с цифрами отнюдь не скучное занятие. Для нее новое и интересно все. В отделе она работает чуть больше года. Я никогда не считала скучным экономику. Для меня это интересно, так как это также соприкасается с нашей повседневной жизнью. Я, допустим, обрабатываю отчеты предприятий пищевой промышленности. И это тоже достаточно интересно, кто сколько производит, какая у них выручка. Статистики работают не только в кабинетах. Связь с повседневной жизнью здесь как нигде важна. Здравствуйте. Здравствуйте, Людмила Алексеевна. Ой, ага. Да, одевайте. До Луяна Иванова раз в квартал ходит респондентов для выборочного обследования бюджета домашних хозяйств. Людмила Алексеевна по заданию статистиков ведет дневниковые записи, где учитывает все денежные расходы семьи. По моему примеру, да, вы уже можете судить о следующих людях.
как люди живут, вот в возрасте, и вообще вот как мы живем, средние. Это не только для меня, это всем интересно сравнить, как люди живут. Таких, как Людмила Алексеевна, добровольных помощников у органов статистики региона более 400 домохозяйств. Выборочное обследование домашних хозяйств дает нам уникальную информацию о жизни людей, о том, как отражаются принятые правительством какие-то меры, да, социальной поддержки. Вообще уровень жизни людей отражается именно в обследовании бюджетов домашних хозяйств. Чем больше доля составляет на продукты питания, тем считается, что уровень жизни населения ниже. Да? Чем выше мы можем позволить себе, чем больше мы можем позволить себе потратить на услуги, на непродовольственные товары, тем уровень жизни у населения выше. На потребительские расходы населения повлияла и пандемия. К примеру, во время локдауна в прошлом году они сократились на 5,3%. При этом расходы на продукты питания увеличились на 6,3%. И это тоже фиксирует статистика. Сюда заходим. Он стоил 270 на той неделе, если. И вот на этой неделе тоже 270 рублей. Но так бывает не всегда. На некоторые товары цены могут меняться довольно часто и не обязательно расти. Зависит это, к примеру, от сезона, спроса или даже факта закрытия переправы на реке. Большой объем собираемой и обрабатываемой информации требует новых подходов и решений. Саха-Якутия-Стат активно развивает процесс предоставления информации в электронном формате. В формате аналитических таблиц электронных мы перевели в настоящее время порядка 40% такой информации. И до конца года требуется нам перевести еще 4 работы. И в дальнейшем планируется рост планомерный перевода таких таблиц в электронный формат. Применить цифровые технологии намерены и в предстоящую всероссийскую перепись населения. Масштабное мероприятие десятилетия, которое определит будущие ориентиры страны. И скоро это может оценить каждый из нас, самостоятельно заполнив электронный переписной лист на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты. Также ответить на вопросы анкеты можно будет на переписных участках, в том числе в МФЦ. Туяра Филиппова, Георгий Григорьев, Якутск. Мы продолжаем и, конечно же, присоединяемся к поздравлениям и поздравляем всех статистиков с этим потрясающим праздником. И хочу сказать, что ничто так не поднимает утром настроение, как чашечка ароматного вкусного кофе. Но даже этот прекрасный напиток можно испортить, если не знать правильную рецептуру его приготовления. Как же сделать, чтобы кофе оказался тем самым бодрящим, крепким и вкусным напитком, знают люди, чья профессия бариста. Чтобы стать бариста, нужно любить кофе и уметь общаться с людьми. В нашей стране и по всему миру существуют специализированные места обучения профессии бариста. К сожалению, в Якутске их нет, но вы можете устроиться в вашу любимую кофейню, где вас обязательно научат азам. Разбираться кофе нужно в двух вопросах. Это что за зерно используется, и второе, когда оно появилось в этой кофейне, потому что свежесть сильно влияет на вкус. Существует два вида зерна – арабика и робуста. В мире считается, что арабика более качественная и вкусная, чем робуста. Но кофе – это субъективно, поэтому всегда интересуйтесь, какое зерно готовится в вашей кофейне. Также очень важно, на каком оборудовании готовится кофе, потому что только на качественном оборудовании получится вкусный напиток. Способ приготовления кофе – это очень личный и субъективный процесс. В любом случае, всегда пробуйте разное. Например, есть очень популярные напитки – американо, капучино или латте, которые готовятся на подобном оборудовании. Кофе без кофеина, кофе с ароматизаторами, разные смеси, разные вкусы. Мое личное мнение, что на каждое зерно кофе найдется свой потребитель. Пробуйте, ищите и находите свое. Среди гурманов считается неправильным добавлять различные добавки в напиток, такие как сиропы, сахар, корица. Но, опять же, если вам нравится, никто вам не запрещает. Напиток готов. Впервые за всю историю московского зоопарка в нем поселились муравьеды. Теперь в зоопарке живут тамандуа, или, как их еще называют, четырехлапые муравьеды. Этот вид занесен в Международную Красную книгу. И хотя размер дикой популяции пока не вызывает опасений, их численность с каждым годом снижается все больше. Первым прибыл самец Панчо. Он переехал в Москву из Крефельдского зоопарка в Германии. Позже подоспела и самка Лола.
из зоопарка в Бельгии. Оба муравьеда хорошо перенесли дорогу и сразу подружились с ухаживающими за ними специалистами. Панчо уже можно увидеть в павильоне «Дом приматов», расположенном на новой территории. Работники зоопарка позаботились о комфорте новых жителей и учли особенности образа жизни муравьедов в естественной среде обитания. Поскольку эти звери готовы сосуществовать только с представителями других видов, работники подселили тамадуа в один вольер с подвижными обезьянками Саймири. Давайте чуть посмотрим, как эти милые зверьки обживаются в новом доме в московском зоопарке. Доброе утро! В эфире телеканалов «Якутия-24» и НВК «Саха. Утро Якутии». Меня зовут Мадина Халикова, и мы уже приближаемся к экватору нашего эфира. Присылайте ваши сообщения нам в WhatsApp на номер 8 914 273 44 88, а также подписывайтесь на наш Instagram-аккаунт «Утро Якутии», вбивайте в поиски и тут же нас найдете. Оставляйте свои комментарии. И, кстати, сейчас мне вот подсказывают, что нам пришло одно поздравление. Сейчас я вам его зачитаю. Доброе утро! Поздравляем коллегу Евдокию Гаврилевну Наумову с днем рождения. Желаем успехов в работе, семейного благополучия, удачи и везения. Пусть сбываются ваши мечты. Екатерина и Татьяна. Но мы тоже присоединяемся к поздравлениям. И сейчас пришло время новостей. Давайте послушаем, что подготовила для нас информационная служба. Социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%. Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года. Индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста промежуточного минимума пенсионера за прошедший год. Таким образом, размер индексации пенсий в 2022 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2021 год к аналогичной величине за 2020 год. Фонд развития Абу-Даби из Объединенных Арабских Эмиратов безвозмездно передал научно-лабораторное оборудование стоимостью $500 тысяч для развития совместного проекта с Северо-Восточным федеральным университетом. Совместное сотрудничество под названием «Возрождение мамонта и других ископаемых животных» университетской лаборатории и иностранных коллег началось в 2019 году, и новое оборудование должно помочь этой работе. В частности, планируется более углубленно изучать молекулярно-генетический анализ древних животных, а также их клонирование. Выделение СВФУ грантовой субсидии – первый случай в России оказания финансовой поддержки Фондом развития Абу-Даби. Целая лаборатория, и основное оборудование предназначено для исследования клеток животных. Это различные инкубаторы газовые, микроскопы разные, боксы биологической безопасности, ну и общелабораторное оборудование. У нас в планах расширять нашу научную деятельность, то есть увеличивать методики, которые мы применяем. И кроме того, конечно, появилось очень много рабочих мест, где могут сотрудники университета, студенты, аспиранты университета обучаться, работать, проводить свои научные исследования. Мы являемся центром коллективного пользования, то есть любой желающий может подать заявку и приходить работать. В эти выходные 25 и 26 сентября пройдет главная ярмарка осени «Продовольствие-2021». Свою продукцию на ней представят сельхозпредприятия и фермерские хозяйства разных районов республики. Как рассказал министр сельского хозяйства республики Александр Атласов, в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией традиционная выставка-ярмарка в текущем году пройдет в новом формате. Так, вместо одного мероприятия на Комсомольской площади будут проведены ярмарки выходного дня одновременно на 3 площадках: в Старом городе, в Арктическом агротехнологическом университете и в Центре культуры имени Гагарина.
Владимир Путин анонсировал запуск нацпроекта по развитию сферы туризма и индустрии гостеприимства. Его частью должны стать меры, касающиеся этнокультурного туризма. Почти 99% структуры нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» связаны с мерами поддержки, которые позволяют стимулировать бизнес и помогать муниципальным образованиям запускать новые направления и продукты. По мнению экспертов, у Якутии имеется огромный потенциал для развития не только этнотуризма, но и научного и экологического. Однако транспортная удаленность, дороговизна самих туров и относительно низкий сервис препятствуют динамичному развитию туризма в регионе. Темляк нагрузи «Оберегай природу» – так называется экологическая акция для школьников. В ней приняли участие 500 детей, организаторы, сотрудники экологического центра «Алроса». Они ознакомили ребят с основами экологической грамотности и провели субботник по очистке берегов рек. Акция прошла в 10 сельских и городских школах Вилюйской группы улусов – Крестях, Сунтар, Нюрба, Вилюйск, Малыкай и других. В рамках эко-акции для участников провели тематические лекции и классные часы. На занятиях ребята узнали о работе экологического центра и о профессии эколога. Каждой школе организаторы вручили мобильную мини-лабораторию. Она предназначена для проведения несложных лабораторных исследований проб воды, воздуха и почвы. Завершили занятия большим совместным субботником. Экологи со школьниками очистили от бытового мусора прибрежные зоны рек Марха и Вилюй. Акция направлена на экологическое просвещение подрастающего поколения, чтобы каждый ребенок уже рос экологически осознанным. Это очень важно, потому что мы считаем, что экология начинается с детства, с каждого человека. Спасибо, Валерия. Но у меня тоже есть одна интересная новость. Оснащенный 8 пропеллерами летательный аппарат способен поднять в высоту в 4 метра человеком весом 60 килограммов и продержаться в воздухе 10 минут. Прототип пилотируемого дрона – детище студентов Национального политехнического института Камбоджи, расположенного на окраине Пномпея. Печально известные транспортные пробки, отравляющие существование жителям столицы страны, толкнули будущих инженеров на создание этой машины с 4 аккумуляторными батареями и школьным стулом в качестве сидения. В основу проекта легла идея создания дрона-такси. Первый дрон студенты строили 3 года. Инвестиции составили $20 000. По их оценке, на доработку и испытания может уйти еще около 2 лет. Вот можно посмотреть, как студенты запускают свое детище. Не только, конечно, в Камбодже есть проблемы с пробками, во многих других городах, и Россия, конечно, не отстает. Наверное, такие дроны станут очень популярными, если все-таки их ведут в эксплуатацию. 10 лет помощи детям и семьям, оказавшимся в сложной ситуации. Юбилей отмечает благотворительный фонд «Харысхал». За эти годы волонтеры помогли тысячам нуждающимся, не без участия партнеров, конечно. Раньше я сама по себе не верила в фонд. Считала, что это сбор денег, но действительно это что для себя собирает, прячась за болезнями или за всем остальным. А когда на самом деле коснулось, сначала мы вообще потерялись, потому что где взять где-то $500 000, это нереальная сумма для семьи нашей. У нас ребятишки, считай, хотя 3 работаем, но все равно это за 10 дней, это нереально. Когда мы уже собрали всю сумму, я плакала. Я не могла, просто то, что съездили, проверить, это уже хорошо. Диагноз дочери от врачей для всей семьи этим летом прозвучал как приговор. Помощь искали везде, и поддержка не заставила себя ждать. Буквально через неделю Екатерина вместе с 17-летней дочерью смогла вылететь на обследование в Москву. Теперь девочка уже на малой родине ждет продолжительное лечение и наблюдение специалистов. Сейчас я успокоилась более-менее, как-то стараюсь из этого всего избегать, как-то не сталкиваться с этим и все, в основном не думать об этом. Мне сделали добро, и хотелось бы тоже кому-то сделать добро.
Еще одно важное направление работы фонда – помощь в социализации детей с ограниченными возможностями. Ведь им так необходимо чувствовать себя комфортно в любом обществе. И на протяжении всех 10 лет волонтеры считают это одной из самых главных миссий. Совместно с некоммерческими организациями, которые работают конкретно с такими детьми и людьми, тоже проводить совместно с городом, не только как по сбору средств, а вообще как информирование населения, да, о том, что есть такие люди, что нужно с ними общаться, не бояться, да, учиться жить вместе. В рамках юбилейного года фонда мы исполняем нематериальные мечты детей. Они пишут свои пожелания, что они хотят встретиться с лошадками, что они хотят посмотреть, сходить в цирк или еще что-нибудь. Аукционы и концерты, исполнение желаний вплоть до чтения сказок и визитов известных в республике артистов, помощь в сборе канцелярии для школы и просто человеческое внимание и поддержка. За 10-летнюю историю фонду есть чем гордиться. И планы на будущее грандиозные. Мы в этом году решили дать новое дыхание нашему проекту «Посол доброй воли». То есть еще раз привлечь новых послов, да, с целью, чтобы они до широких масс в свободной форме доносили информацию нашего фонда и миссию, конечно же, тоже нашего фонда. Среди послов доброй воли Харысхал, певец Леонид Анциферов, ведущая Анна Фомина-Миронова и многие другие. На днях к ним присоединились художница Амира Аргунова, певица Олимпия, а также певец и спортсмен Игорь Егоров и еще несколько известных в Якутии личностей. Со своей стороны я хотел бы предложить. Вот мы создали ассоциацию артистов республики, да, сейчас формальные вопросы решают. И когда вот мы уже будем юридически ассоциацией артистов, я бы хотел предложить сотрудничать уже не с одними, как выборочно, да, а со всеми артистами. На сайте организации появилась новая функция, благодаря которой любой желающий может оформить ежемесячную подписку и отправлять пусть небольшие, но такие необходимые средства для помощи особенным детям и нуждающимся семьям. Ведь делать добро легко. Мадина Халикова, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутск. Действительно, делать добро легко, и мы все можем оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Я сейчас еще хочу вам прочитать одну интересную новость. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Петровский, специальный представитель ФХР по международным делам хоккеист Павел Буре, президент Международной федерации хоккея Рене Фазель, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и первый вице-президент ФХР и глава штаба национальной сборной России Роман Рутенберг слева направо на презентации логотипа чемпионата мира по хоккею, который должен состояться в России в 2023 году. Такой будет логотип у нашего чемпионата мира. И напишите нам, любите ли вы спорт и смотрите ли вы спорт. А пока мы прервемся на маленький... Доброе утро! Без чего вы не можете представить свою обычную жизнь? Наверное, вы даже не задумывались. Но на самом деле сегодня сложно представить свой обычный домашний интерьер без штор. Этот элемент интерьера на самом деле не всегда присутствовал в нашем быту, а когда появился, стал просто неприметным куском ткани. И свою историю штора продолжает сегодня. И давайте посмотрим, собственно, какие на самом деле сейчас они есть. Доброе утро, друзья! Меня зовут Данильченко Олеся, и я представляю наш салон «Московские шторы». Хочу рассказать, что мы работаем не только в формате продажи и как магазин, но и как ателье. У нас вы можете купить готовые шторы. Все, что вы видите на витрине, это уже готовые шторы. Если они подходят, вы можете их сразу забрать. Кроме этого, у нас есть готовые подушки, покрывала, ламбрикены, всевозможные карнизы, богатый выбор фурнитуры. И как ателье вы можете заказать по вашим размерам. Мы отошьем любой текстиль для дома. А теперь полезный совет. Когда вы соберетесь идти за шторами, первое и самое важное, что вы должны сделать, снять размеры с вашего окна, замерить длину карниза и высоту от карниза до пола. Потому что бывает зачастую, что люди приходят и говорят: хочу шторку,
а мы не можем им помочь, потому что мы не знаем ваших размеров. Шторы бывают разной ширины, разной высоты, все это очень индивидуально. Многие покупатели приходят и спрашивают с порога ткань Blackout. Blackout – это очень плотная портьерная ткань, которая совершенно не пропускает свет. Но хочу сказать из опыта работы, что не нужно зацикливаться на этой ткани. Она, конечно, очень хорошо подходит для спальни, но в другие комнаты можно использовать и другие фактуры, такие как лен, сейчас очень актуальный, популярный, какие-то жаккардовые ткани, с цветными рисунками, принтами очень интересные, легкие атласные ткани. Все это можно использовать в качестве альтернативы. Если вам хочется каких-то перемен в интерьере, то не обязательно делать сразу глобальный ремонт. Можно просто поменять шторы, и настроение в вашей комнате сразу заиграет новыми красками. Еще я бы посоветовала, когда вы идете за шторами, взять с собой какой-то образец цвета вашей комнаты. Это может быть кусочек обоев, это у нас даже приносили часть фасада кухонного. Можно сфотографировать свою комнату, чтобы дизайнеру было проще помочь подобрать вам нужные подходящие цвета. В настоящее время дизайнеры предлагают в интерьере использовать пастельные цвета. То есть пол, стены, мебель, все вокруг должно быть светлых, нейтральных оттенков. И зачастую бывает, что люди приходят, показывают ремонт свой свежий, и там абсолютно все сливается в один цвет. Что предлагают дизайнеры? Они предлагают какую-то изюминку, какое-то яркое пятно добавить в этот интерьер, чтобы он заиграл. Это не обязательно могут быть шторы, это могут быть стулья, это может быть диван какого-то контрастного цвета, яркого. Это могут быть и шторы. Но так как мы работаем со шторами, конечно, мы своим покупателям предлагаем, чтобы этой изюминкой были шторы. В нашем салоне действуют постоянные скидки подписчикам Instagram, пенсионерам и многодетным семьям. Поэтому ждем вас в нашем салоне. Мы постараемся удовлетворить все ваши фантазии в плане текстиля для дома. Мы продолжаем знакомить вас с детьми, которым нужна семья. В нашей сегодняшней рубрике «Маленькая Валерия». Девочке летом исполнилось 2 года, и она очень нуждается в семье, особом уходе, заботе и любви. Мы надеемся, что Валерия обретет своих родителей. Это Лерочка. Лерочке на сегодня 1 год и 9 месяцев. Девочка очень активная, подвижная, общительная, ласковая. Любит общаться с ребятишками, смотрит за ними, наблюдает, как они играют, с ней они общаются. Аппетит хороший, кушает все с удовольствием. Засыпает, по-разному бывает. Иногда долго лежит, сама себе песенки поет и потом засыпает. Лера, иди сюда, иди поиграем, давай ручки, давай поиграем. Ладушки, где были? У бабушки. Что ели? Кашку. Полетели. Как полетели? Вот так полетели. В здоровом аппетите Лерочки мы убедились, наблюдая, как хорошо она ест любимый суп. А еще Лерочка очень любит играть мячиком. Давай сама. Ой, молодец. Давай еще. Опа! Ой, какой шарик, лови. Ой. Да. Вот так. Ай, иди смотри, какая у меня тут игрушка. Ай. Вот жизнерадостная,
она такая вот веселая девочка. Конечно, ей бы в семью, где вот папа, мама окружат ее со всех сторон. Наверняка вы со мной согласитесь, что Валерия очаровательная девочка. И, конечно же, еще раз скажу, что мы очень надеемся, что она обретет своих родителей. Вот в Большом московском цирке журналистов познакомили с новым членом труппы «Слониха и Николь». А подмосковные фермеры, узнав, что Николь любит тыквы, презентовали цирку гигантский плод весом более 300 килограммов. Николь родилась в ростовском зоопарке, привезена была в прошлом году в Большой московский цирк. Ей исполнилось 4 года, и она январская. Она не агрессивная, очень контактная, находит общий язык со всеми людьми, которые к ней подходят. То есть она достаточно общительная слониха. Она, как все слоны, любит овощи, фрукты, очень любит сушки. И вот один из подмосковных фермеров узнал, что она большая любительница тыкв. Сделал нам такое предложение, комментирует в цирке. И специально для Николь была выращена за короткое время эта тыква, которую сегодня взвесили, и вес ее составил более 300 килограммов. Ее подарили Большому московскому цирку и непосредственно Николь. Давайте посмотрим. Это же очень милое животное, абсолютно доброе. И наверняка вы многие с ними знакомы, когда ездили на отдых в жаркие страны. Ну и, наверное, ходили в цирк, где могли пообщаться со слоном. Выше. Сегодня четверг, а значит, в кинотеатрах день премьер. Что для нас ожидает на экранах в ближайшую неделю, расскажем в нашей афише. Хотите сказать, что это Лига выживших? Для любителей пощекотать нервы в кино выходит продолжение психологического хоррора 2019 года «Клаустрофобы. Лига выживших». Зои и Бен пытаются найти тех, кто заставил их принять участие в самом садистском испытании, но вместе с 4 другими победителями смертельно опасных квестов вновь оказываются в игре. Прежние задания покажутся им сущими пустяками по сравнению с тем, что их поджидает на этот раз. Игра стала еще опаснее и безжалостнее, а шансы на выживание стремятся к нулю. Мы выбрались! Мы свободны! Стоп! Что тут происходит? Мы все еще в игре. Клаустрофобы 2. Лига выживших. Ва-банк. Пол Шредер, сценарист культовых фильмов «Таксист», «Бешеный бык», «Последнее искушение Христа» и многих других, вновь попробовал себя в амплуа режиссера и выпускает в прокат фильм по собственному сценарию «Холодный расчет». Главное в покере — сохранять хладнокровие и считать на несколько ходов вперед. Именно этими навыками Уильям овладел в совершенстве, когда решил начать новую жизнь. Теперь он уверенно идет к участию в мировой серии и большим деньгам, понимая, что это его возможность оставить позади тайны своего прошлого. Но когда судьба подкидывает ему шанс на возмездие, Уильям оказывается втянут в игру, где на кону стоит нечто большее, чем простые деньги. Можно ли узнать, когда ты достиг предела? Холодный расчет. Для поклонников азиатского артхауса на экраны выходит японская картина «Случайность и догадка». 3 истории, объединенные темой неслучайных совпадений. В первой Миэко понимает, что преследующий ее подругу парень – ее бывший возлюбленный, с которым она порвала 1,5 года назад. Вторая история о студентке, который пытается отомстить профессору, получившему престижную премию и одновременно не давшему ей диплом. Третья история повествует о женщине-системном администраторе, которая лишилась работы после заражения техники вирусами. Привет, новый друг! Единорог в городе! Для маленьких зрителей на большой экран выходит очередная история из серии My Little Pony. Не все прекрасно в стране пони, ее покинула магия. Вместо дружбы и гармонии здесь царят тревога и недоверие. А пони разных видов вынуждены жить порознь. Но жизнерадостная земная пони Санни уверена, у этого волшебного мира есть надежда. Вместе с единорожкой Изи и другими новыми друзьями их ждут невероятные приключения,
удивительные дальние страны и головокружительные опасности. И именно маленьким пони по силам совершить огромные подвиги, чтобы вернуть мир и счастье в волшебную страну. Спасибо, спасибо. Никаких фото. Ладно, одно фото. И на сегодня это все. Спасибо, что были с нами. Хорошего вам доброго утра. Берегите себя.